В Москве прошла 4-я международная конференция по проблеме распространения идеологии экстремизма, организованная Министерством внутренних дел Российской Федерации. Представляя Республику Абхазия, с докладом выступил министр внутренних дел генерал-майор милиции Роберт Киут. В своем выступлении министр внутренних дел Абхазии обозначил направление деятельности международных неправительственных организаций в республике и их влияние на гражданское общество, а также необходимость регулирования взаимодействия с неправительственным сектором и непосредственной деятельности таких организаций. Роберт Киут отметил, что примером корректного и адекватного регулирования работы НПО для Абхазии является Российская Федерация, оказывающая республике всестороннюю помощь в деле построения государства и обеспечения государственной безопасности. По примеру нашего союзника, а также с опорой на международный опыт, Абхазия принимает меры по формированию собственного законодательства, учитывающего национальную специфику. Глава МВД Абхазии пояснил, что разрабатываемое законодательство направлено на регулирование деятельности на территории республики международных неправительственных организаций и физических лиц, получающих финансирование из стран, не признающих государственность Абхазии. Также законопроект будет регламентировать взаимодействие с отечественными НПО для проведения работы в обществе по профилактике экстремистских проявлений, распространению в народе традиционных ценностей в противовес чуждым. Будем рады взаимодействовать с представителями других стран при поддержке Российской Федерации по данным направлениям работы. В завершение хотел бы подчеркнуть, что деятельность международных организаций в современных условиях требует тщательного контроля и анализа. Республика Абхазия открыта для сотрудничества с организациями, которые действительно занимаются благотворительностью и развитием гражданского общества. Однако мы не можем допустить, чтобы наша страна становилась полигоном для внешних политических игр, направленных на подрыв нашей безопасности и стабильности. Мы готовы продолжать работать над созданием законодательной базы, которая обеспечит прозрачность, подотчетность деятельности НПО, а также над укреплением национальных механизмов, защищающих интересы нашего народа и государства. Спасибо большое за внимание. Представители 44 государств из 5 международных организаций были едины в оценке необходимости сохранения мира и стабильности, развития отношений между странами на основе равенства, добрососедства, гуманизма и справедливости, создания обстановки нетерпимости к попыткам разрушения традиционных социальных, межнациональных, межрелигиозных, экономических и иных связей. Участники конференции посетили мемориал «Благодарная Россия» солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга на Трубной площади в Москве. Собравшиеся возложили к нему цветы почти в память всех сотрудников правоохранительных органов, до конца оставшихся верными присяге.